Сейчас как-то больше, когда обращаешься к проблемам образования, больше сталкиваешься с, ну, я не знаю, может быть, это обидно прозвучит, но тем не менее плачем работников этой сферы на какие-то проблемы, прежде всего финансовые и так далее. Ну, действительно, проблем более чем достаточно. Но вот к радости нашей некоторые из педагогических коллективов, учительских коллективов занимают все-таки более активную позицию, и в результате им удается кое-что сделать хорошее в этой жизни, в сложной нашей жизни тоже. Об этом наш следующий репортаж. А этот репортаж мы снимали в 26-й школе гимназии столицы нашей республики. Казалось бы, достаточно банальный спортивный зал, однако для этой школы целое событие. Дело в том, что до недавнего времени здесь был всего лишь один спортивный зал, а в школе 2000 учащихся. Этот новый спортивный зал, даже центр, открыт на месте бывшего бассейна. Ну, конечно, не без помощи нашего министерства, министра образования Михайловой, помощь президента Михаила Николаева, потому что на всех наших встречах он задавал мне всегда один и тот же вопрос: как ваш спортзал, Татьяна Даниловна? Так что и наша мэрия, конечно, мэр города Илья Филиппович Михайлов. Ну, с праздником вас, с хорошим праздником. Спасибо. А вот так вот выглядит специализированный зал борьбы. Двухэтажный бассейн простоял в 26-й школе без толку 17 лет. И когда, в общем-то, стало совершенно очевидным, что не удастся задействовать его все-таки так, как это положено, то и решено было вот это здание, вот эти помещения, все 2 этажа, отдать под новый центр оздоровительный, под детский центр. Итак, зал борьбы, а кроме того, тир появился теперь в 26-й школе. А раньше где вы занимались? В коридоре. Ну, в школе. Где придется? Да. А это еще один зал, где подростки, желающие, занимаются силовой акробатикой и самозащитой. У нас на сегодня существует в пределах где-то 12-13 групп, а вообще 5 курсов. Это разные, а еще какие? Разные курсы. Мы охватываем начальное звено, это где-то 90 человек, курс ДИНа. Это базовая подготовка выживания идет у них, такие условия. Дети учатся элементарным навыкам владения. Там огнем, там помощь родителям, оказание первой медицинской помощи. Вот такого вот плана. А еще другие курсы? Есть военно-спортивный курс, у нас возглавляет его Акимов Павел Евгеньевич. Они чисто вот занимаются то, что вы называете военно-патриотическим воспитанием. То есть они изучают армейские дисциплины какие-то строго, да, и так далее. Есть курс чисто для девочек. Занимается у нас Вдовина Светлана Алексеевна. И один курс у нас это спортивно-оздоровительный курс. Возглавляет его Лукин Юрий Михайлович. Значит, самбо, дзюдо, шерейде-кемпа, основы рукопашного боя. Это на основе борцовского нового зала, который сдан. И все вместе это 210 человек.